Ну, вот сейчас идет как раз сбор средств на строительство памятника жертвам репрессий. Как вы отнеслись к этой идее? Приняли вы участие? Собираетесь ли? И должны ли в этом принять участие рядовые жители республики? Вот ваша позиция. Ну, моя позиция такая, что не только рядовые жители республики, наши вообще люди должны участвовать в этих проектах. И кто сколько может, там, кто может, там, вот я, например, свою месячную зарплату туда перечислил, да, могу там и больше перечислять, там, и, скорее всего, еще буду перечислять. Здесь вопрос не в том, не соревнование, кто больше перечислит, а здесь вопрос соучастия в трагедиях, в бедах людей. Как я уже говорил, да, никто нас не поймет, нас, репрессивные народы, кроме тех людей, которые сами подверглись этим репрессиям. Вот это надо понимать. Попытки паровозом за одним преступником тащить всю семью, это было неправильно. И это давало обратный эффект. И мы сегодня, конечно, должны максимально ценить вот то, что мы там создали, то, что мы сделали, и эту память сохранять. И не обижаться, если кто-то нас не понимает. Почему? Потому что этого кто-то или кого-то не коснулась та трагедия нашей беды. И только нам понимать и знать, что нас репрессировали или сажали в тюрьму незаконно, по надуманным там, предлогам различным. И в интересах отдельных личностей, к сожалению, того режима, который был, отдельных личностей, амбиций отдельных личностей. Мы же помним там амбиции Сталина, и Берия, и того же Каболова, который там, используя эту площадку, пытался решить свои какие-то там вопросы, в том числе влиять на ситуацию. И, конечно, вот эти попытки влиять, они достигли вот таких результатов, в том числе по депортации целых народов.